Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский. И напомню, что нас можно не только слушать, но еще и смотреть. Смотреть нас можно, наши программы, на канале YouTube, а также на нашей странице Facebook Крым Реалии. Найти нас там очень просто. Ну и звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 1006 926, 8 800 1006 926. Звонки для жителей Крыма абсолютно бесплатные. Ну а номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 24 минуты. Тема дня. В понедельник, 16 октября, на полуострове новые кадровые перестановки в подконтрольном России правительстве Крыма. Подал в отставку председателя Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Заур Смирнов. Все это произошло после выхода на одиночные пикеты крымских татар с требованием прекратить репрессии против крымско-татарского народа. Напомню, что в субботу и воскресенье было задержано 49 человек, которые вышли на эти одиночные пикеты. Вот связаны ли эти события между собой? Кем был Заур Смирнов до российской оккупации украинского полуострова Крым? Зачем подконтрольное Кремлю руководство Крыма так часто увольняет местных чиновников? Вот все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами. Крым в центре внимания. Крымские татары сегодня действуют под лозунгом «Крым был, есть и будет в составе Украины». Другого варианта нет. Такое заявление Заур Смирнов сделал на митинге под зданием парламента Крыма 26 февраля 2014 года, а уже после аннексии полуострова на должности главы комитета по межнациональным отношениям российского правительства Крыма его риторика изменилась. И вот он уже критикует украинскую власть. Попытки расколоть и крымско-татарский народ, и мусульманскую умму делались неоднократно. И сегодня делается такая активная попытка из Украины и делается крымскими татарами. Дальше посыпались обвинения в сторону Меджлиса крымско-татарского народа. Организацию Заур Смирнов назвал экстремистской и призвал к ее запрету. Действия по блокаде Крыма, действия по организации вооруженных формирований, незаконных экстремистских организаций, которые происходят в Украине, при непосредственной организации Меджлиса, при его участии, конечно же, давно уже перестали давать ему право называться крымско-татарским. Я уверен, что такая организация в Крыму и в Российской Федерации должна быть запрещена. Мы будем это отстаивать в суде. Ранее Заур Смирнов присягал на верность крымско-татарскому народу, занимал пост заместителя председателя Меджлиса, был делегатом Курултая. Исключен из организации в 2014 году, рассказывает заместитель председателя Меджлиса Нариман Джилял. Мы взяли на себя смелость приостановить деятельность Тифука Гафарова, Ремзи Ильясова и Заур Смирнов с поправкой на то, что он сам своим заявлением приостановил. И вот 16 октября 2017 года Заур Смирнов уходит в отставку. Об этом сообщил на своей странице в Facebook подконтрольный Кремлю глава Крыма. Сергей Аксенов отозвался о Смирнове как о неэффективном руководителе. Мероприятия в сфере национальной политики, проводившиеся комитетом, носили в основном формальный характер. Вместо ежедневной и системной работы с крымчанами всех национальностей приемов граждан предпочтение отдавалось не несущим никакой смысловой нагрузки праздничным мероприятиям. Сам Смирнов свою отставку комментировать отказался. Крым в центре внимания. Вы слушаете радио Крым Реалии. Ну и вот сегодня мы обсуждаем эту достаточно громкую отставку председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Крыма Заура Смирнова. Понятно, что подконтрольном России правительстве Крыма. Но обсуждать мы это будем с Гаяна Юксель, членом Меджлиса крымско-татарского народа. Гаяна, приветствую. Здравствуйте. Гаяна, вот чем вы связываете отставку Заура Смирнова? Ну, если очень кратко, скорее всего, его отставка связана с чередой пикетов, которые прошли на полуострове на прошлой неделе, а именно в субботу. Это такая поверхностная причина, то, что мы видим. А более глубокая причина – это недовольство оккупационной властью, той работы, которая проводилась назначенными крымскими татарами, лояльными крымскими татарами, по, так сказать, изменению мнения крымско-татарского народа и принятию оккупации. То есть
То, что делали назначенцы, коллаборанты, должны были делать все. По их мнению, весь крымско-татарский народ радостно принять оккупацию и говорить о том, как им сейчас хорошо. Кстати, Аксенов, вы сослались на его мнение, в своем комментарии лжет, как, впрочем, и во многих своих заявлениях. Заур Смирнов на самом деле очень часто встречался с гражданами, и вот буквально последние его встречи, они были на днях 10-12 октября, и дальше он писал, что планировал встречаться, выезжать и так далее, и так далее. То есть это не причина, то, что он ни с кем не встречается, не выезжает, не работает. Основная причина, как я уже говорила, это неумение, в кавычках, назначенцев сделать так, чтобы весь крымско-татарский народ радовался. Какие-то пикеты, какие-то люди, которые пишут о террористах, что это? Это вообще не вписывается в канву той политики, которые сейчас оккупанты проводят на территории полуострова. Гаяна, а скажите, пожалуйста, как вы думаете, кто будет назначен на эту должность? Есть ли та скамейка запасных у Аксенова, из которых бы он мог взять туда человека? Или это будут всем известные уже персонажи? Ну, вчера в свете вот этой вот громкой отставки, которая, в принципе, была достаточно прогнозируемая, потому что всех их отставят, всех тех, которые прислужили новой власти, их всех рано или поздно уберут. Я попробовала почитать комментарии, которые раздаются с полуострова. И вот, вы знаете, очень такое явное недовольство, скажем так, славянского населения, которое там сейчас находится, тоже принявшего оккупацию. И многие пишут о том, что нужно убрать крымского татарина и поставить грека. Кто-то пишет о том, что не нужно привязываться к национальности, у нас много национальностей, почему только крымские татары и так далее. Я думаю, что кого-то он найдет из числа своего окружения, но в 2014 году эта должность была показательная, туда специально поставили крымского татарина, а теперь за надобностью убрали. Уберут так всех. Начнут с муфтията, доберутся до Ремзи Ильясова, доберутся до Бальбека, потому что это необратимый процесс. И, кстати, Заур Смирнов вместе с Бальбеком были самыми ядовитыми источниками информации, которые выдавали такую чушь, такую глупость о крымско-татарском народе. Если Ремзи Ильясов, который работал, он меньше комментировал, скажем так, то двумя основными источниками были вот Заур Смирнов и Бальбек. Одного убрали. Кто на очереди следующий, посмотрим. Гаяна, а скажите, как вы думаете, вообще насколько влиятельна эта должность, вот председателя Госкомнадза? Она не влиятельная. При этой должности была возможность для контроля определенных денежных потоков. Она не столько влиятельная, сколько показательная. А в свете оккупации она еще и несет политическую нагрузку. Я уже говорила, что основная суть происходящего – это демонстрация лояльного крымско-татарского населения. И вот эта должность тоже была нужна для того, чтобы рапортовать о тех изменениях, которые происходили. Обратите внимание, с 2014 года, несмотря на все эти миллионы и миллиарды, которые они заявляют, выделенные на нужды крымских татар, ни одного нового объекта на территории полуострова введено и сдано не было, за исключением тех объектов. Все то, что сдается, это все то, что было запущено, скажем так, или начато при Украине. Ну, за исключением соборной мечети, строительства, которое начато. Но соборная мечеть, вопрос земли, организации, он тоже решался при Украине. Поэтому здесь не столько влияние, сколько демонстрация, да, такая громкая демонстрация проводимой работы и лояльного населения. Вот мы им все дали, мы их реабилитировали, мы им дали много средств, есть Роскомнадзор, который за этой работой следит, и вот во главе стоит такой замечательный крымский татарин, который, кстати, свою работу делал по полной программе. Уж то, что сказал Смирнов и наговорил за это время, это, мне кажется, сполна как бы оправдало его в глазах оккупантов. Но людей-то склонить на свою сторону не удалось. Люди-то видят, народ-то видит. И все те процессы, которые идут, уголовные дела, задержания, преследования, обвинения в терроризме,
Они никак не меняют мнение людей. За это и рассчитались, убрали как не нужно. А, кстати, Гаяна, как вы думаете, вот сам Заур Смирнов, он теперь где окажется? Останется ли он в Крыму или уедет куда-то в другую страну, не знаю, там в другой, может быть, регион какой-то он уедет, в другой, ну, сменит место жительства, сменит место работы. Как вы думаете, какое его будущее? Мне сложно что-то прогнозировать. Скорее всего, этот вопрос следовало бы задать ему. Не знаю, ответит он на него или нет, но практика показывает, что какие-то должности они себе находят. Вот, например, такой член Меджлиса, как Тейфук Гафаров, который тоже был отстранен. Кстати, было отстранено от членства в Меджлисе 6 человек. Не 3, а 6. Плюс из тех, которых вы назвали, Айдер Аджимамбетов, Руслан Якубов и крымский муфтий Эмирали Аблаев. Вот, например, Тейфук Гафаров, он нашел себя в адвокатской деятельности и сейчас, видимо, с прицелом на будущую чиновничью перспективу проходит обучение в академии при президенте России. Возможно, у него какие-то планы есть. То же самое Смирнов. Что-то он найдет, но то, что в данном случае его отставка очень показательна, это другой вопрос. Эта ситуацию не меняет. Он присягнул оккупантам, он по полной программе участвовал в репрессиях над крымскими татарами, и сейчас оккупационная власть с ним расправилась. Это жалкий удел всех коллаборантов. Спасибо. Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа, была на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня в центре нашего внимания отставка Заура Смирнова. Человек, который возглавлял Госкомитет по делам межнациональных отношений депортированных граждан российского правительства Крыма. А сейчас мы послушаем мнение известного крымского политолога Евгении Горюновой о том, что Кремль, вот в принципе, да, на место Заура Смирнова может и прислать такого варяга откуда-нибудь из России, но только в крайнем случае, когда недовольство крымско-татарского населения полуострова достигнет своего пика и станет неуправляемым. Давайте послушаем. Точка зрения. Это связано с неудачной политикой российской власти на полуострове по всем направлениям. Это касается и политики в социальной сфере, и в экономической сфере. Безусловно, это и национальный вопрос, межнациональная, точнее, сфера межнациональных отношений. Поэтому ничего лучше не находят крымские власти, как просто тасовать эту кадровую колоду, находить все новые и новые кандидатуры на те или иные должности, потом их тут вновь обвинять в том, что они не справились с поставленными задачами, отправлять в отставку, ну и так далее. Так может продолжаться, в общем-то, до бесконечности. Безусловно, это реакция даже не скорее не Аксенова, это реакция на самом деле Москвы на то, что происходит в Крыму. Ну, конечно, не на действия силовиков, безусловно, а на то, что крымские власти допустили вот такие одиночные пикеты крымских татар. И, соответственно, это показывает, что в Крыму нет того межнационального мира, о котором Аксенов постоянно говорит. Хотя мне кажется, что Аксенов должен был подать в отставку сам, потому что с осени 2016 года именно он взял на себя ответственность или куратор в сфере межнациональных отношений. Поэтому Заур Смирнов в данном случае это уже фактически такая второстепенная фигура. Но, безусловно, сам Аксенов в отставку не уйдет, поэтому он находит очередного стрелочника, скажем так, отправляет в отставку Смирнова, хотя еще совсем недавно рассказывал о том, как все прекрасно на полуострове в межнациональной сфере, и как удачно они работают. А теперь оказалось, что Смирнов работал неэффективно, что у него ничего не получилось, кругом провалы. Но, безусловно, что это реакция на позицию Кремля. Кремль, скорее всего, подверг очень жесткой критике Аксенова, и первая реакция, которая у него была, это отправить в отставку крайнего, да, по межнациональным отношениям, а крайним оказался как раз Смирнов. И я думаю, что, скорее всего, это будут все-таки крымчане. Я думаю, что, скорее всего, это будет крымский татарин. То есть обязательно России нужно показать, что с крымскими татарами в Крыму все прекрасно. Поэтому кого-то другого, представителя, я имею в виду какой-то другой национальности, да, там немцев, украинцев тех же и так далее, вряд ли поставят. Скорее всего, что это будет крымский татарин, хотя круг сужается, да, мы каждый день мы видим, что круг тех, кого можно было бы использовать вот в качестве коллаборантов, он, безусловно, сужается, но я думаю, что все-таки они подберут какую-то кандидатуру. На данном этапе это будет крымская кандидатура, а вот что будет дальше, это вопрос очень сложный, потому что если и это противостояние, эти сложности в межнациональных отношениях будут продолжаться, то вполне возможно, что Крым ждет и представитель из России, я не знаю, из каких ветвей власти российских, или даже из каких сфер, точнее скажем, да, это будет человек, но вполне возможно, что Россия пришлет варяга. Точка зрения. Напомню нашим радиослушателям, что это была известный крымский политолог Евгения Горюнова, которая комментировала отставку Заура Смирнова, главы
Комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан в правительстве Сергея Аксенова. Ну и мы продолжаем нашу программу. Сейчас дальше будем говорить с Искандером Бариевым, членом Меджлиса крымско-татарского народа, председателем Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Искандер, приветствую. Доброе утро. Искандер, но интересует ваше мнение. Да, вот отставка Заура Смирнова. Гаяна Юксель высказала мнение, что это напрямую, вот первый такой повод, да, который послужил к этой отставке, это то, что вышли сотни человек крымских татар, вышли на одиночные пикеты. И вот поэтому Заура Смирнова отправили в отставку. Но смотрите, ведь и раньше тоже люди, и крымские татары выходили, представители других национальностей выходили на пикеты, да, на какие-то протесты. Но не было отставки Заура Смирнова. Почему сейчас это произошло? Я думаю, то, что проводился пикет, это больше предлог для того, чтобы избавиться от Заура Смирнова, потому что еще в 2014 году я говорил о том, что все те коллаборанты, которые идут во власть, они рано или поздно будут уволены. То есть это классический пример, опять же, с Зауром Смирновым, классический пример действия оккупационной власти. Потому что нужно просто на тот момент набирали людей для того, чтобы наладить какие-то взаимоотношения, для того, чтобы продемонстрировать всему миру, что оккупационная власть может взаимодействовать с так называемыми представителями крымско-татарской элиты. И практически все те, которые пошли тогда во власть, они уже сегодня в большинстве своем уволены. Остался только Руслан Якубов и Ремзи Ильясов, который избран и именно прошел избирательный процесс. И я думаю, что такая же участь ждет Ремзи Ильясова в 2019 году. И, я думаю, в ближайшее время, возможно, будет такая же участь ждать и Руслана Якубова. Почему, кстати, почему же все-таки это произошло именно сейчас? Вот это такое было спонтанное решение? Не знаю, это может быть вообще решение исходило не от Аксенова, может быть, оно исходило из каких-то других кабинетов? Здесь есть две составляющие. Во-первых, это пикет, он способствовал этому процессу, и этим процессом воспользовались, и, соответственно, была ссылка на то, что нестабильная ситуация в межнациональных отношениях в Крыму, хотя мы прекрасно понимаем, что нестабильность создает в первую очередь сама ФСБ и само руководство оккупационной власти. Во-вторых, я согласен с тем тезисом, что Аксенов пытается отвести все болячки или все удары или шишки от себя и перевести на Заура Смирнова. И в-третьих, это все-таки целенаправленная политика. Политика, что использовали людей, и, соответственно, нужно выстраивать свою политику. Нужно приводить во власть всех своих людей, более надежных, потому что ни одна власть не любит работать с коллаборантами, с теми, кто вчера давал присягу Украине, а сегодня пытается присягать Российской Федерации. И это классический пример. И поэтому я думаю, что это произошло, оно должно было быть, но произошло оно, поэтому это подтолкнуло как раз те пикеты, которые проходили. И я думаю, что, опять же, тот же Заур Смирнов, будучи классическим карьеристом, он сегодня будет в том числе и искать уже свое место где-то на материковой Украине и будет пытаться преподнести, что ему нужно было в тот момент спасать людей, спасать народ и так далее. То есть вы не исключаете такого варианта? Вы не исключаете такого варианта, что он будет искать свое место на материковой Украине? В нашей жизни много таких, много подобных явлений происходит. И поэтому здесь уже должна четко работать как Служба безопасности Украины, так и прокуратура Автономной Республики Крым.
Эскандер, скажите, а вы назвали его вот таким карьеристом, Заура Смирнова? Мы, кстати, пытались получить от него комментарии, наши корреспонденты, но, значит, не удалось нам получить комментарий по поводу его версии, почему же произошла отставка. Тем не менее, вы назвали его карьеристом. Почему так? Он кадровый, ну не знаю, там, почему так вы его назвали? Он всю жизнь проработал на государственной службе, он шел в Меджлис крымско-татарского народа для того, чтобы видеть в Меджлисе он видел в Меджлисе крымско-татарского народа только социальный лифт, только ступень, с помощью которой он сможет получить должность. Он всегда мечтал быть руководителем Рескомнатса, ну на тот в украинские времена, а сейчас Держкомнац, и он в какой-то степени добился этого, но добился каким путем. И, соответственно, он на сегодня дискредитировал себя как в крымско-татарском обществе, потому что действительно есть прямое порицание народа по отношению к данному человеку, даже такое психологическое порицание, когда появляется этот человек, люди просто не хотят с ним рядом находиться. И с другой стороны, он сейчас лишился должности. И третья сторона, и, кстати, еще одна из причин возможных, на мой взгляд, что там все-таки есть еще и коррупционные моменты. Коррупционные моменты связаны там со строительством, с освоением так называемых государственных средств и так далее. Кстати, поэтому вот да, Эскандер, скажите, я спрашивал, и вас тоже спрошу, насколько эта должность, ну, если не влиятельная, то, по крайней мере, денежная? Да, вот насколько Заур Смирнов, знаете, обладал какими-то денежными контролем над какими-то денежными потоками? Однозначно, насколько я владею информацией, Российская Федерация из федерального бюджета выделяла деньги и выделяет деньги на строительство школ, детских садов, в местах компактного проживания крымских татар. В том числе это вопросы и те проекты, о которых сегодня говорится, чтобы урегулировать вопросы с захватами земель и на этой территории, соответственно, строить массивы. Ну, допустим, как проект «Крымская роза». Я однозначно и четко уверен в том, что во всех этих процессах принимал участие как достаточно влиятельная фигура Заур Смирнов, имея должность председателя Государственного комитета по национальностям. И однозначно это должность, где планировалось и обещалось, и на самом деле выделялись достаточно большие финансовые средства. Угу. Понятно. Кстати, как вы думаете, кто займет теперь эту должность? Будет ли вот эта крымская власть, назначенная Кремлем, будет ли она делать, будет ли пытаться найти крымского татарина, вот именно по национальному признаку, либо будет кто-то назначен вообще без привязки к национальному признаку? Ну, я бы так назвал, сейчас будет переходная, опять же, должность, вернее, переходная личность, и, скорее всего, это может быть, если из крымских татар, то я не исключаю Шевкет Хамзин, который очень активно работает над этим, если, и не обязательно может быть и крымский татарин, может быть немец, или может быть еврей по национальности. Но однозначно это будет переходная личность, на мой взгляд, потому что через некоторое время они все равно постараются на эту должность, эту должность, вернее, займет представитель из материковой России в перспективе. А почему вы так думаете, что вот обязательно не будет местного, а пришлют кого-то, какого-то варяга, как их называют на территории Крыма? Потому что Российская Федерация, все равно у Российской Федерации нет полного доверия к крымчанам. А это все-таки одна из ключевых должностей, которая должна выстраивать четкую политику в межнациональных отношениях. Спасибо огромное. Эскандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа и председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым-Реали. Но вот знаете, что интересно во всей этой отставке? Даже не сама отставка, не комментарий господина Аксенова. Вот все эти крымские политологи, все эти крымские говорящие головы, знаете, как воды в рот набрали. Вот, наверное, и никак не комментируют эту отставку. Наверное, не получили команду от господина Полонского. Это радио Крым-Реалии, и мы с вами услышимся на частоте 105,9 FM. С вами был Александр Янковский. Всего вам доброго.